Следователь следственного отдела управления полиции районной силы, старший лейтенант полиции Умаров. Поднять. По факту вашего задержания вам разъясняются ваши права. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Ваш адвокат имеет право присутствовать на допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, то вам он будет предоставлен государством. Вы понимаете свои права? Мефедрон на сегодняшний день не только в Казахстане, а в странах СНГ и Европе, я могу сказать, побил все рекорды по продажам. То есть уровень его продаж вырос последние 2-3 года, наверное, в раз 50 или не 70 раз вырос. Внимание, личный состав. Запишите информацию по факту сбыта наркотиков. Төрт орама. Проблема наркотизации – это не проблема единственного человека, это не проблема там, семьи или отдельно взятого города, или отдельно взятого народа. Это в целом проблема большая, многоступенчатая, многофакторная, и нам ее надо решать сообща. Заходим. Стоять лицом к стене. Стоять, руки. Присаживаемся. Могу идти? Давайте мы вас сейчас отключим. Нам это надо для записи звука. Не переживайте. Буду задавать вопросы, которые касаются нашего дела. В начале 2020 года мы со своими коллегами с Российской Федерации, с Министерством внутренних дел, также у них есть главное управление по борьбе с наркотиками. Нами была получена информация о том, что 2 иностранных гражданина другого государства прибыли на территорию Республики Казахстан для того, чтобы организовать подпольную нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. Синтетические наркотики, другое название современные, там, дизайнерские наркотики, это оружие массового поражения. Почему? Потому что любой наркотик, алкоголь, если говорить медицинскими категориями, он дает один диагноз – наркогенный, то есть сама непосредственно зависимость. В случае с синтетическим наркотиком он дает 2 диагноза. Почему его и называют специалисты, наркологи, наркотиком двойного диагноза. Первый диагноз – это наркогенный, сама зависимость. И второй диагноз – это психиатрический диагноз. Мы, конечно, ее варили, но я за синтетику как-то против. Все это происходило в Западно-Казахстанской области, город Уральск. Они прибыли к нам на территорию вполне легальным образом. Подскажите, вы ранее были судимы? Нет, я ранее не был никогда судим. Ну, если только по молодости. Подскажите, когда вы прибыли на территорию Казахстана? Ранней весной прибыли в Казахстан. В Уральске. Приобрели частный дом буквально недалеко от города Уральска, там в районе. Поставили забор новый, высотой где-то было около 2 метров. После чего придумали легенду местным жителям, соседям, соответственно, тоже интересовались, откуда вы приехали, зачем. Они пояснили, что будут выращивать малину в тепличных условиях. Вы знаете, там у нас такая простая деревня, все простые люди друг друга знают. Но там одна бабушка была, Антонина Алексеевна, она постоянно расспрашивала, там, ходила постоянно. Ну, мы для правдоподобности мы
купили теплицу, начали выращивать малину. После они ждали остальные ингредиенты для изготовления данного наркотика. То есть ждали в каком плане? Транспортно-логической компании прибыли прекурсоры и лабораторное оборудование. И также мы все это отслеживали, все это контролировали. Координатор, который координирует, им давал такие указания: приготовить определенную массу наркотического средства и сбыть его. То есть он должен был дать им координаты определенные, куда они должны были сделать большую закладку, и, соответственно, другой человек должен был забрать. Их роль была изготовление наркотика и сбывать его. То есть, опять же, сбывать бесконтактно, без контакта с какими-то людьми, оставлять закладкой в определенном месте. Вы знаете, я нашего основного фигуранта даже в глаза не видел. Я не знаю даже, как он выглядит. Подскажите, что вы имеете под словом «основной фигурант»? Основной фигурант, это у него даже имени нет. Его, как я знаю, что он в Телеграме, там, никнейм, по-моему, его так называют. Смешно аж. Скажите, как работала вообще ваша система? Вы знаете, наша работа была очень засекречена. Все боялись в этом. Но меня заинтересовали большие деньги, поэтому я согласился на эту авантюру. Оказалось, за нами всегда наблюдали, за нами был хвост. Вот как-то так вот. Когда мы убедились в том, что уже сам процесс варения запущен, мы предприняли меры по их задержанию. Это было в мае месяце прошлого года. Мы наварили только первую партию, все приготовили. Но тут стук в дверь. Включай видеокамеру. В момент задержания, когда мы проникли к ним в дом, мы увидели такую картину, что там было все оборудовано, то есть не каким-то кустарным способом, а то есть прям нарколаборатория. Задержание произошло очень быстро, мы даже не успели среагировать. А если бы мы не поставили бы вот это, ни вытяжки, ни фильтра, то, наверное, бы в первый же день у нас бы эта бабушка спалила. Все было у нас четко, все грамотно. В момент задержания мы изъяли около 40 килограмм готовой продукции наркотика. Проведя экспертиз соответствующий, мы установили, что они изготавливали мефедрон. Меф? Ну да, меф. Это же самый ходовой товар. Изъяли также лабораторное оборудование, все приспособления для изготовления данного наркотика. Ну и общая сумма, если мы перевели в денежном эквиваленте, то мы изъяли наркотиков около на 620 миллионов тенге. И оборудование было где-то оценено, которое там находилось, около 20 миллионов тенге. Я кто? Я химик. Я учился в политехническом университете. Если бы узнал или увидел бы это мой куратор, он бы рассмеялся бы. На сегодняшний день данные лица
привлечены к уголовной ответственности, дела уже рассмотрены в суде, лица полностью признали свою вину. Вы признаете свою вину? Да, конечно, я признаю свою вину. Нас же поймали прям за руку. Хотелось бы отметить, что не только наши граждане, ну, Республика Казахстан, пытаются наладить бизнес по изготовлению наркотиков, а также и иностранные граждане прибывают к нам и пытаются здесь заниматься распространением и изготовлением синтетических наркотиков. Мы-то что? Мы-то пешки в этой системе. Нам поставили задачу варить наркоту, и все. Почему люди выбирают именно мефедрон, употреблять его? Ну, мы возьмем возрастной отрезок от 13 до 25 лет-30 лет. Потому что именно мефедрон повышает уровень серотонина, дофамина в мозгу, ну, у нас в мозгу. Это все вещества, которые отвечают за эмоции, то есть приподнять настроение. То есть вот мы радуемся, да, условно говоря. Естественно, организм выделяет тот гормон, дофаминовую группу, и у нас есть удовлетворение, есть вот состояние счастья, да, может быть не длительное. Для сравнения, секс между мужчиной и женщиной дает 150% дофамина, ну, чувство ярче, краски ярче. Алкоголь дает 500% дофамина за раз. Теперь представьте, один раз употребил наркотик, второй раз, в какой-то момент, ну, и секс не нужен тебе, потому что секс не дает столько дофамина. Цена за вот это вот состояние измененное. Когда отпускает мефедрон, если так скажем, то приходит чувство упадок настроения, тревога, депрессия. И самое страшное в мефедроне в том, что у организма вырабатывается толерантность, вырабатывается. То есть, если я первый раз употребил мефедрон, допустим, определенное количество, дозу, я получил массу, спектр эмоций. В следующий раз, если я употреблю мефедрон, таких эмоций я не получу, потому что нужно будет дозу повышать. Ты закричал! Чтобы сформировалась зависимость от алкоголя, человеку необходимо употреблять 5-15 лет, злоупотреблять. Чтобы сформировалась наркогенная, вот, синтетическая зависимость, для этого достаточно 1-5 фактов употребления. Мефедрон есть хороший специфический запах, его ни с чем не спутаешь, это запах кошачьей мочи. Допустим, тоже надо внимание обращать. Если вы учуяли или заметили, или почувствовали запах кошачьей мочи от своего там, друга, подруги, там, ребенка, то нужно предпринимать определенные меры, конечно, повести, не знаю, там, к врачу, повериться или поговорить. Ну, какие-то меры в любом случае надо предпринимать. И еще одно свойство мефедрона: человек, когда употребляет мефедрон, у него губы синеют. То есть, ну, синие губы становятся. Ну, это такая вот физиологическая особенность того, когда мефедрон человек употребляет. Если говорить о цене, то есть на наркорынке, на черном рынке, то
цена варьируется в зависимости от региона. Вот возьмем нашу страну. Почему? Потому что, во-первых, у нас есть регионы, которые очень отличаются, во-первых, и климатическими условиями, и менталитетом самих людей, проживающих. Допустим, если взять северные регионы, то там цена на синтетический наркотик, мефедрон, она немножко ниже, чем если взять западную сторону нашу. Там его легче продать, легче купить. Дизайнерские наркотики, синтетические, чтобы вы понимали, они как-то воспринимают больше. Если возьмем в сторону юг, то там больше традиционные наркотики приветствуются. Не то, что приветствуют, употребляют, допустим, там марихуана, гашиш. То есть юг, запад, у них поэтому дизайнерские наркотики, синтетические, немножко подороже цена. И если я уже не говорю про большие города это Алмата, город Нур-Султан, соответственно, здесь тоже цены тоже варьируются. В среднем цена мефедрона на сегодняшний день, в среднем я возьму, это где-то около 18 тысяч тенге за грамм. По поводу реализации мефедрона, как его реализуют, конечно, это все происходит через социальный мессенджер Telegram. Эй, балам, жүр тамаққа. Қазір, мам. Где на сегодняшний день можно приобрести его, грубо говоря, в течение 10-15 минут. Көзің құрт анауыңды. Іш тамағыңды. Қазір. И имеется определенное количество интернет-магазинов по реализации синтетических наркотиков, где, пройдя по определенной ссылке, можно оплатить через любой терминал или платежную систему, и вам придет место, локация, находящаяся в закладке, где вы приобретаете его. Как правило, он фасуется всегда разными порциями. Есть 0,3, то есть 0,3 это считается 0,3 грамма, 0,3, 0,5 и грамм. Всегда он пакуется в термическую упаковку для того, чтобы не было воздействия какой-то влаги, допустим, солнца или температурного какого-то не было воздействия. Закладки делаются, как правило, в частных дворах, допустим, под камнями, под подоконники, под лавочками, в общественных местах делаются. Если ты употребляешь наркотики, то в конце в любом случае будет либо ты останешься в шизофрении, заболеешь психологически, либо ты можешь вообще умереть. Здесь, в принципе, выход, выбор небольшой. Или суицид, или полная изоляция. Проблема наркомании, меня интересует не только как сотрудника, который работает в данной сфере, но и как я являюсь сам отцом двоих детей. Дети у меня на сегодняшний день являются несовершеннолетними. В первую очередь, конечно же, переживаю за их будущее, за их поколение, что они увидят, какое будущее они увидят. То есть это в первую очередь, конечно же, меня тревожит как отца. Стоим лицом к стене. Выходим.